Серега, Серега, ты не стой у порога. Итак, дорогие мои друзья, сегодня классика жанра. Классика жанра. Prius 30. Посмотрим, что да как, что у него с батареечкой. Вау! Грязный. Но ничего, заедем, проверим. Давай чуть-чуть вперед. Стоп! Чуть-чуть назад. Стоп! Вперед чуть-чуть. Оп, все. Ну четко. Колеса у тебя мощные стоят. Прям зета. Еще шипованные, я-моё, какие-то. А, еще хром. 215 на 55 на 17. Да, у меня тоже хром, но не видно. Да, круто. Че, трехглазый? Не видно даже трехглазости. Омыватель фар. Все, приступаем. Да. Короче, Сергей рассказывает, сколько лет тому назад купил Хабаровский? 3,5. 3,5. Ну так вот, что возишь? Все, абсолютно. Абсолютно. Чисто хозяйка, да? Да. Рабочая лошадка. Сейчас у тебя вылезла ошибка, да? Нет, пока ничего не вылезло. Ничего не вылезло. Вот, когда заряд маленький, Но. двигателю тяжело ехать. А. Как будто вот. Ну сейчас проверим. Короче, говоришь, уже 3 года? В Якутии? Да. Под Наташей? Нет, почему? В гараже? Теплый гараж. Да. Просто я имею в виду и зимой, и летом, и весной. ЕГР заглушен? Нет. ЕГР не заглушен. И Что еще? А, почистил. Так, что еще? Ну все, сейчас батареечку снимаем, проверяем. Вот тут все, он говорит, у меня ничего не болтает. Она же так скачет же здесь. Ладно, вон еще какой-то проводок интересный тут торчит. Что это такое? Зачем такой прекрасный? А, это ты когда покупал, все было прокачано, Нет, да? почему? Сабвуфер я ставил. А сейчас что? Ничего, не А нафиг он нужен, да? Мы уже по-стариковски, поэтому нам эти сабвуферы не нужны. Ладно. Я вожу же все. Ну да. Все, начинаем разборку. Итак, без бумажки ты какашка. В общем, кому нравятся бумажки, те могут, в принципе, в другие сервисы приезжать, там бумажки дают. Я не любитель этих бумажек. Я лучше видео сниму и покажу, где что к чему. Итак, смотрим. 0,26. Это когда было? Летом? Не. Недавно? Да. Что-то мелко как-то. Так. В общем, не буду говорить, кто это делал. В принципе, не столь важно. Но вот такие бумажки я могу, в принципе, тоже распечатать. Это не проблема. В общем, посмотрим, что изменилось. Так. Ну, разбег большой. 14,55 и 14,06. 50, грубо говоря, разбег. Так. Слабая есть вот 13,94. Слабый, это первая пара. Смотрим. Ну, одна пара только есть, плохая. Ну, такая батареечка. Главное, сейчас мы увидим то, что зеленые контакты будут. Так, что еще здесь у нас? Вот это у нас MAF. А, это по двигателю, короче. По двигателю такие бумаги. Мотор дутей. Так. Что еще? Где Мосфая? Где пропуск огня? Нету? А где еще бумажки? Это все 2 бумажки и все, да? Да. Ну, хоть 2 бумажки будет, если приспичит где-нибудь в лесу. В общем, бумаги это ладно. Сейчас. Бумаги бумагами, ребята. Главное, вот проверочка и все. Вскрыли, посмотрели, дали тест. Можно на поканалку, конечно, но я не рекомендую эту поканалку, потому что она стоит денег и занимает очень много времени. А человеку надо ехать уже сегодня, да. Правильно? Да. Человеку надо ехать уже сегодня. Человек не может ждать там сутки. Вот, поэтому все заняты, у всех работа, поэтому делается все быстро, оперативно, вычисляются плохие блоки, ставятся новые и едет дальше. В общем, как-то так. Сейчас на улицу, до Аркадия Паровозова.
Хозяин поснимает, заодно покупает. А ты нажал, а я выключил. Так, Аркадий Паровозов. Смотрим. Аркадия Паровозова. Город Якутск, пыльный город. Дороги печальные. Доброе утро, уже. друзья, доброе утро, команда. Ветер. У нас снег. Снежок. У нас сегодня день прекрасный. Начинается Сегодня снег. снег. Видели, да? У нас снег. Классно! Вау! Пусть будет сегодня ваш день счастливым и успешным. Сегодня у нас снег. Та-ра-та-та-ра-та, та-та-ра-та-та-ра-та. Я иду на работу. Удачного дня всем! У нас в Ахтауе снег! Ебать. Ой. Все, пауза. Сейчас поснимаем видео. Включил свет. Свету. Посмотрим, вот 23 показывает. Грязновато, конечно. Такое какое-то состояние такое старческого налета. Старческого налета какого-то такого. Когда, говоришь, делали? Половину батареи меняли. 2 года назад половину батареи заменили. И вот, получается, ничего не ошибок, ничего не горит. Просто на обслуживание. Приехал посмотреть что-то как. Еще рассказывает, то, что у него инвертор выходил из строя. В группе все знают, что инвертор, да? Что есть где. Я теперь знаю, где есть запасной инвертор. Поковырять. В общем, контакты сейчас я супер штукой пройду. Может, кто не знает, но есть вот такая вот вещь. Помните рекламу такую говорящей щетки? А вы что тут делаете, типа? У меня вот какая кругленькая штука. Я помню, кто этот помнит рекламу про щеток говорящих? Тот, наверное, уже жестко старенький. В общем, вот так делаю. Щетка необычной формы Colgate Plus встречает старую прямоугольную зубную щетку. Сначала мне было очень тяжело выглядеть не как все зубные щетки. Но благодаря тому, что у меня двойная щетина и форма, напоминающая бриллиант, я так прекрасно чищу зубы и массирую десны. Это так удобно. Ни одна прямоугольная щетка не сравнится со мной. Итак, моя соседка здесь больше не живет, и здесь теперь живет моя подружка. Colgate Plus. Зубная щетка, не похожая на другие. Чуть-чуть зубы почистим. Чтобы контакты были хорошие. Чтобы контакты были хорошие. Для моих крокодильчиков, для крабиков. Ну-ка. Пока она зафиксирована, проще ее чистить. Никуда не откручивается. Все. Зубная щетка. Говорящая зубная щетка, блин. В каком году этот ролик-то был, блин? Про какие-то там у него ворсинки. Я в школе учился, ё-моё, блин. Кто помнит, лайк ставим. Сразу автоматом. Репост, подписка. Это однозначно. Так, Аркадий Паровозов все выдул здесь. Нормально. Вентилятор. Такое ощущение, как будто... вон волос даже. Смотрите-ка, ребятки. Что я увидел. Аркадий Паровозов не справляется с чукурушными волосами. На валу был намотан волос. Смотри-ка. Прям реально чукурушка. Ёк-макарёк, ну ладно. Черный якутский волос был намотан. А вон на валу даже есть. Так, ну сейчас мы тогда его, раз я так заметил, сейчас снимем вентилятор, шпиндель этот раскроем, посмотрим,
и почистим. Ну что ж, подопытный. 14 элементов 2 года тому назад меняли. Вот. 2 года прошло, но хозяин говорит, что-то, видимо, тогда еще оставлял какие-то, которые надо было тоже заменить. Ну да ладно. В общем, тест сейчас такой. 15, сколько там, 62 было. Да, 15,62 было. Я чуть-чуть просто ткнул разочек. Вот. На паузе. Вот 15,61. 0,19 разница. Поехали. Первый этап 400 метров. Еще маленечко тоже про диагностику расскажу. Конечно, можно выдавать бумажки и прочее десятое, там, понтоваться вот этими приборами. У меня тоже работает, просто я как бы неохотно это подсоединяю, потому что это много электричества кушает и очень долго. Не знаю, зачем этот качественный ремонт нужен, когда я могу здесь вот вычислить, именно вот на этом анализаторе, на котором сам создатель этого анализатора, когда он его изобрел, Роман, он говорит, что на нем работал год. До тех пор, пока он потом вот эту поканалку не сделал и, ну, не стал, так скажем, эта поканалка имеет еще двойную функцию, так скажем. Она вычисляет не только проценты, но еще можно кое-что с ней делать. Но я про ней не буду рассказывать, почему именно ей там можно, на нее людей надо направлять сразу. Я знаю, почему это делается, но не буду говорить. В общем, он нафиг не нужен, эта поканалка, если честно. Есть вот этот прибор, есть тут все, как говорится, сделано для того, чтобы есть таймер, есть определенная нагрузка. Всегда одинаково для всех. У меня уже ведется база. Смотрите, у меня база есть уже. Я уже знаю, кто, сколько и как. Вот, допустим, моя вот реально беспробежка. 90 тысяч пробег. Реальный, подтвержденный пробег 90 тысяч. Батарея родная, не вскрывалась. Вот, она прошла 6 этапов. За эталонную, грубо говоря, ее можно взять, это 90%. Есть вот, недавно был парень, который, я его новым чемпионом назвал. У него есть... Мне не нужен этот поканальный, в принципе. Я и так увижу, где, что, кого, кто умер, кто не умер. В общем, где-то здесь у меня есть новый чемпион. Блин, где он, новый чемпион? Ё-моё. В общем, пауза. Отжимая паузу, вот смотрите, вот первый, да, уже ушел. По этому графику видно все. Вот, раз, два. Ну, будем разряжать до победного, потому что человек пришел ремонтироваться, поэтому будем прям садить по тяжелой. Хоп, 400 метров мы прошли, первый. Вот. Но уже она мертвая, короче, мертвая батарейка. Есть первый этап. Ну, тут нечего записывать, короче. Один этап. И все. И все. Потому что есть вот слабое звено. Видите, вот один этап и все. Сейчас я просто это буду записывать для того, чтобы, ну как, для памяти. Не обязательно там бумаги, вот это все. Всегда можно в любой момент зайти на мой YouTube канал, включить это видео и посмотреть. Вот. Продолжаем дальше садить, так как... Но он еще держится, но не прям упал. Тут тоже вот такой момент, так скажем, я бы не рекомендовал сейчас тут батарейки менять, если честно. И садить дальше тоже бы не рекомендовал. У тебя ошибка же не горит? Нет. Вот. В общем, с Сергеем я хорошо пообщался по душам. Нормальный мужик. Вообще прям красавчик, я могу так сказать. Вот. Хоть он хихикает, конечно, там за спину. Нормальный мужик, короче, все шарит. Понимает, что делает, в технике волокет тоже там, про запас инвертор покупает и так далее. В общем, я ему сейчас просто накидаю, как именно в этой ситуации думаю я. Чтобы он не платил бабки. Всего лишь навсего мы здесь имеем, ну, слабую пару, так скажем. В этой слабой паре есть кто-то один плохой. Но, да, мальчиш-плохиш, короче, ну, в принципе, если делать прям по красоте, то все-таки надо было бы его убрать, но он не падает, смотрите, он прям пух, я давно не видел уже, кстати, когда вот так падают. Ну, будем продолжать, короче, в общем,
Ладно, раз человека там, я гляжу, он карман оттопырен. Шучу, конечно. Короче, бабки есть, говорит, надо делать. Ну, посмотрим. Но один точно есть мертвый. В общем, сейчас переходим. Короче, мне нужны руки. Будем крестики ставить. Кого убрать, кого не убрать. Сергей будет мне помогать. В общем, с Сергеем переговорил, объясняю ему. Если я сейчас дальше буду его разряжать, я вот эти батарейки, которые здесь еще побегают, но они будут еще бегать. Вот. Я их просто кончу. Можно сейчас сделать как? Ну, секретная методика, конечно. В общем, нормально откалибровать это все дело. Просто здесь стоят два слабых вот здесь. Вот эти два слабых поставить сильными. Эп? Чтобы вот не два слабых стояло, а стоял сильный, слабый. Да. Понимаешь? Перемешать. Чтобы он вот эту пару, как говорится, как вот всегда у нас есть такое то, что сильная пара. Вот, мужчина с женщиной. Бывает там мужчина мощный дополняет женщину. Да. И тут два слабака, короче, сидят. Вот здесь два слабака, и вот здесь 13-й. Остальные-то более-менее нормальные. По графику все показывает. Но это как бы такой ремонт, как бы, ребята. Тут, ну, можно было бы, конечно, прогнать, вогнать Сергея в долги, грубо говоря. Там на нормальную сумму бабок развести. Ну, я с ним переговорил по душам. В принципе, нормальный мужик, все шарит, понимает, зачем это делать. Потому что даже могу сказать вам с уверенностью, то, что даже на 50% батарее, пока не горят чеки, он пипец экономичный. Вот у меня есть пример 30-го Приуса, я как-нибудь выложу его. Просто он как бы чуть-чуть, этот 30-й Приус, ассоциации у меня плохие. Ну да ладно, уже как бы время прошло. В общем, брали мы плохого Приуса с плохой батарейкой. Я поменял 4 элемента, но они выпали. Они выпали, прям выпали. Упали. Здесь ничего не упало, здесь он держится. Они держатся, они еще могут. Еще порох в пороховницах есть, поэтому мы просто берем, тусуем. Как бы вот такой вот подгон чисто от меня. Я не хочу, чтобы человек просто сейчас бабки тратил. Если честно. Вот. Потому что, ну, можно было бы, конечно, развести там и все такое прочее, но какой смысл вообще? Смысл какой разводить? Я не для того здесь, чтобы деньги зарабатывать. Это просто помогать людям, как для себя, так скажем. Всех денег не заработаешь. Вот, поканалочка тоже хорошая вещь, но я ее взял не для того, чтобы каждого проверять там по 200 рублей за элемент. А она мне поканалка нужна для других целей. Может быть, когда-нибудь я это и расскажу, для каких целей. Я знаю, для каких целей использовал создатель этого аппарата. Это поканалочка. Ладно. В общем, приступаем сейчас. Какие мероприятия, калибровочка. Они, конечно, дохлые, но не мертвые. Вот. Пациент скорее жив, чем мертв, так скажем. Поэтому его не надо. Вот они, видите, они летят внизу. Раньше я менял, когда цена была за один элемент 4 рубля. Раньше я бы сказал: все, Серега, базара зиру. Из спектакля «Браво, сатира» Жванецкого. Я вчера видел раков по 5 рублей, но больших. Правда, по 5 рублей. Ну, очень большие. Хотя и по 5 рублей, но очень большие. Но вчера. А сегодня были маленькие, но по 3. Ну, очень маленькие, по 3 рубля. Ну, совсем маленькие, но зато по 3. Но сегодня. Те вчера по 5 были очень большие. По 5 рублей, ну, очень большие. Хотя и по 5. А сегодня по 3 рубля маленькие. Ну, очень маленькие, по 3 рубля. Но сегодня. Те вчера по 5 были очень большие. По 5, ну, звери по 5 рублей. Ну, очень большие. Но вчера. А сегодня по 3 рубля маленькие. Очень маленькие. Вот такие по 3 рубля. Но зато по 3, но очень маленькие. Ну, потому что по 3, поэтому маленькие. Те по 5 вчера были очень большие. Ну, по 5 рублей, ну, очень большие.
Ну, сегодня по 3 рубля маленькие. Выбирай, но осторожно, но выбирай. Либо по 5 вчера большие, либо сегодня маленькие, но по 3. Ну, очень маленькие. Если бы те вчера были по 3 рубля, они сегодня маленькие очень. Ну, очень маленькие по 3 рубля. Те по 5 вчера были очень большие. Ты понял, да? По 5 очень большие. Ну все, надо бежать, но некуда. Хотя надо идти, но не знаю куда. Либо пойти по 5 рублей за большими вчера, или сегодня маленькие, но по 3, но очень маленькие. Если бы у меня вчера было 5 рублей, у меня и сегодня 3 нет, но они очень маленькие. Тут один на днях за рубль жабу предлагал. Ну, очень зеленая. Ну, такая же, ну, у меня и рубля нет. Ну, очень зеленая. 4 рубля элементы меняем и все. А сейчас 7 рублей, как бы мне просто, ну, самому плохо становится. Пусть они лежат, эти элементы 90% там и прочее. Пусть лежат, ждут именно тех, которые прям реально попадают. Вот такой вот монолог. Кто понял, в принципе, тот понял. Кто не понял, Видно же. да, все видно. Тут вот этот прибор, в принципе, зачем мне эти 60-40% вот сейчас вот вычислять? Этому 30, этому 40, этому 50, этому 60. Ну и чё, блин? Ну пусть они такие, они же как-то тут существуют же как-то. 2 года они как-то существовали до этого. Ну и чё они сейчас вот, допустим, кто-то из них поплохело ему. И что теперь его? Давайте ему легкие условия жизни дадим. Поставим его с сильным самым. Да. Наставника ему дадим, чтобы он там сильно не напрягался. Потому что устроен этот автомобиль так, до 14 вольт просадка пошла. Он, вот эти все вот блок, исполнительный блок реле, видите, Panasonic, не просто так, а целый Panasonic руководит этим всем, чтобы не посадить прям до пиковых значений. Чтобы не убить батарейку. Это равносильно тому, что мне сейчас на голову, блин, ну 50 килограмм я там положу. 100, ладно, там кратковременно, да. Ну, там пару секунд я, может, 100 килограмм на плечах там удержу. Но если 150 мне даванут, я, конечно, у меня ноги подкосятся, я упаду, и она мне придавит просто этот вес. И тут то же самое. Эти релюшки такую же функцию выполняют. Быстро. Только нагрузка пошла, чтобы жесткие, прям критические нагрузки не давать, он сразу заводит двигатель. Двигатель запускает инвертор. Инвертор быстро дает 20 ампер ему. Ну как? Помните же все это 9.1.1 спасение там электрошок. Все, он оп, все, завелся. Все, живой. Главное вот этот момент не пролюбить. Если он еще живой, он будет работать. И в таком ритме он будет работать. Так что 50% не приговор вообще. Это значит, получается, там хорошие поставили, да, тогда, 2 года назад? Ну, он просто, видишь, он поставил хороший, но оставил слабых. Почему они слабые стали, 2 сразу слабые стали за 2 года? Да. Он сказал, что вот, как его? Остались слабые. Нет, нагрузка идет на середину. Но. И поэтому он, наверное, слабый туда по краям. В общем, специалисты это все знают, как бы не будем говорить, то это. Вот. Он, короче, Йокохаму сделал. Горку сделал, как я вот переворачиваю, когда бывает. Да. Йокохаму. Он сделал просто ему Йокохаму, но тут оставил слабых. И тут оставил слабых. Но Йокохаму оставил для того, чтобы, вот единственный, вот видите, вот он даже 1, 2, что-то тут 3, 4 понаписал, не знаю зачем. 1, 1, вот это вот все. Ну, у него свои записи, у меня свои тут будут записи. Чисто для меня будут, потому что, чтобы я знал клинику. Это уже он ко мне пришел на обследование, я сейчас всем тут все ее разрисую под хохлому. И буду потом в дальнейшем знать, что. Вот. Но это будет такой именно как бы ремонт, чтобы человек ехал. Чтобы человек зарабатывал бабки
Ну, загорится ошибка, ну и хер с ним. Чек скинул, ко мне приехали, посмотрели, что стоит, не стоит дальше что-то делать. И примерно уже потом уже плясать. Но так как чек не горит, тут ремонтировать по сути нечего. Раньше, говорю, когда вот у меня видосы были, когда были по 4 рубля элементы, я вообще даже не парился, сказал бы: Сергей, давай поменяем этот. Смету посчитали, хоп-хоп-хоп, сделали и езжай. Но сейчас ценовая политика, извините. Тяжело. Мне тоже тяжело, поэтому я как бы понимаю. Все, приступаем. Ну и потом результат покажем. Ну вот, как и получилось. Йокохаму сейчас мы смотрим. Видите, верхний упал и нижний упал. А середина-то вся, смотрите, 70. А вот, ну, в принципе, небольшая разница. 28, 33 в середине. 13,90 вот он выпал. Середину, вот видно, что вся середина сильная. Чуть-чуть он не так сделал, как бы, но 2 года пробегало, в принципе. Не, ну считай, да. Да, а сколько тысяч километров? Не наебал, да? Да. Ой. Да, ну пробегало, в принципе. Что так и так бы пробегало. Что сильный слабый, что так бы тоже пробегало, в принципе. Если бы сильный слабый был бы, может быть, даже быстрее, наверное, ко мне приехал. Ну да ладно. В общем, начинаем. Калибровочку, тусовочку, секретный метод. Без всяких поканалок там за деньги. Все чисто элементарно все делается здесь благодаря этому прибору. Вообще, мне очень нравится им работать. Дублируется, кстати, еще на телевизоре. Вот Сергей все поясняет. Да. Это максимальный, видишь. 4-я пара самое максимальное значение имеет. То бишь 37. В этой всей связке 14-37 самый сильный. Самый слабый вот 13-57. Но он не умер, понимаешь? Он хоть и есть, но он, видишь, внизу летит, но он не упал прям. Бывает, потому что такие у меня ролики есть, где у меня прям пиу, и все. Один откололся, ну умер. Его уже нельзя. Так бы нам пришлось бы реально его менять. Но так как он в таких пиковых нагрузках выдержал и полетел вниз, то мы его просто из них, вот из этой пары, их поженим с нормальными сильными ребятами. Допустим, мы их поженим там вот с этим 37-й парой. Вот как вот этот 37, видишь, они получается 2 сильных. Мы с ними их поженим, так скажем. Ну, это такой как бы ремонт колхозный с какой-то стороны. Краилова, но опять-таки я считаю то, что финансово нецелесообразно именно сейчас, когда ошибка не горит, когда цены на батарейки конские. Космос. Я сегодня проезжал в магазин Космос. Хотел сфотографировать его, блин. Вот, космические цены сейчас именно на сами элементы. Вот на сами вот эти элементы цена поднялась. Когда они были бы дешевыми, тут даже вопросов бы не было. Тупо взял бы их там, поменял там, сколько там плохих. Вычислил, поменял, подкинул и дальше поехали. И все. Короче, хорош болтать. Приступаем. Аркадий Паровозов хоть и сильный парень, но не всегда справляется. Видите, сколько еще пыли здесь. Внутри, под крышкой, пыль. Приходится и дышать сейчас, ё-моё. Ладно. Надо спускать же вниз. Ну, ладно. Так протрем, все, хватит. От всей пыли. Сейчас мы ее тряханем же, все равно будем разбирать. Ну, Аркадий Паровозов тоже может, что? Так скажем. Это чисто налет. Это не пыль. Это налет. A few moments later. Ну что, дорогие друзья, прошло какое-то количество времени. Смотрим график. Зарядилось вообще четко. Все зарисовалось. Вот были тут какие-то моменты, но тут сварочный включается там. Все. Разница на зарядке 0,19. На зарядке тоже имеет разницу. Вот. Максимально 0,20 по идее допустимо. Ошибка загорается 0,70. Ну, 0,70. 700 то бишь. Ну, тут надо, где В написано, тут нолик надо прибавлять. 190. Ну, 200 можно. Вот. Но не стоит такую батарейку покупать, если будет 200. В общем, 20 минут. 20 минут потерпим. Сейчас паузу отожмем. 0,15 стало.
В принципе, калибровочка это действенная. Это ребята придумали эту калибровку. В принципе, я по этой калибровке проходил тест. Ну, зачет сдавал с какой-то стороны. Вот. И нормальная была 0,20 в принципе. Но у меня 0,15. Но так как элементы не очень остались, 3 штуки тут не очень есть. Поэтому в этой именно батарейке. Но они не мертвые, ребят. Тут тоже надо понимать. Не мертвые. Когда вылезет ошибка, тогда будем уже колдовать. Ну а пока эти тоже побегают. И вот у меня есть вот подкидышные тоже элементы. А их тоже можно использовать. В такси там, блин, без разницы. Где надо просто ехать. Каждый день надо ехать. А не тянуть там вот это вот. Бывает то, что тянут просто на батарейке. Тянут. А надо бабки зарабатывать. Надо ехать. Вот именно что. Когда надо ехать, можно и эти использовать. Потому что ты все равно тапку нажимаешь. Тапку в палас нажимаешь, движка заводится. Не допускать того, что там, допустим, на перекрестке, да, пусть она остановится, пусть она стоит. Но ехать на электротяге не надо. Тянуть. Вот. Тянуть вот на таких уже не получится. На обычные тянуть можно. Но если ты таксуешь, ты и на этом будешь бабки зарабатывать, на подкидышах. Главное, чтобы они были не мертвые. Потому что есть мертвые прям, которые упали. А эти не упавшие, это реально живые батарейки, которые могут, ну, 40% своего заряда они имеют. Ну, еще могут. Старики. В бой идут одни старики. Помните фильм такой? С этим, как его там, кто в главной роли был? Никулин, да? В бой идут одни старики. Да. Улетел девичий полк. А может, это и лучше. Для нее Ромео еще живой. Командир! Командир! Когда кончится война, вернемся мы сюда, пройдем по этим местам. Кто остался в живых? И позовем лучший симфонический оркестр. Во фраках выйдет дирижер. Я подойду к нему и скажу: пусть они нам сыграют. нет, ты знаешь, я сам скажу: извини, маэстро, да и я. И как врежем смуглянку от начала и до конца. Степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелени. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалые. Для вселенной 20 лет мало.
Даже не был я знаком с парнем, обещавшим я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелени. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей. Ну так что, посмотрим, что у нас за чукурушка здесь поселилась. Серега, поснимай. Так, смотрите, какие хитрые тут болты. Шаебочка, прям вообще жесткая шаебочка такая. Прям прижимающая, сила. Итак, все манипуляции всегда делаю в перчатках, ребят. Потому что мало ли, вдруг там порежу пальчик. Слушай, да? Пальчик-то надо не порезать. Пальчик нужен мне для других дел. Итак. А нет, ты не открыл все. Смотри, еще раз, два, три еще есть. Ладно. Схалтурил. Халтура поставь. Два таких. А, большие еще. Где большие были? С другой стороны были? Вот же. А, вот здесь, где резинки, да? А, это ты сам мотор же отсоединил, е-мое. Тут два вида. Мотор мы отсоединили. Ладно. Так, разберем. В принципе, тут ничего сложного нет. Как раз 20 минут надо мне тут подождать, пока он после зарядки устаканится. Сейчас откупорим кубышку, достанем чукурушку. Чукурушка поселилась там у нас. Як-макаряк. Ну-ка. Вот еще и зажимчики. Ребят, смотрите. Нужна ковырялка. Кто-то даже таких слов не знал. Ковырялка там. Чукурушка, блин, сейчас научу вас общаться. Вот, как у нас раньше какой-то был кирпичный язык. Здесь. Так, смотрим. Так, секундочку, сейчас тряпочку возьми, тряпочки. Где моя чудо-тряпочка? Ну что, незамысловатая конструкция, простая улитка. Раз уже залезли сюда, стоит протереть. Так, где у нас чукурушный волос? Ага. Так, у нас он насажен на шпиндель. Это у нас вот так вот снимается. Да. Снимается вот такими делами. Ну-ка. Да, зубчик на одном зубчике держится. Как бы мне тут ее зубчик отогнуть, как бы его прям не вырвать, да? Да, не получается у меня, ребят. Еще что у меня там есть других батарей, конечно, вентиляторов. Но затылок вот он в зубчике в этом сидит. А что тут можно сделать, чтобы ее отпереть, блин? Как бывают такие клипсы, которые надо поддеть что-нибудь. Ну, блин, не получается у меня, ребят. Как так-то? Ну, я вижу, что этот вот, зубчиком держится. Как ее отогнуть-то? Что надо сюда запихать, чтобы она отогнулась? Я уже ее ломать начинаю. Не ломай. Ну. Так что пусть это чукурушный волос там и остается. А это не снимается? Нет, она ей не дает. Мы бы шпиндель вот так высунули, вниз бы ее уронили. А так как шпиндель я не могу достать. Я шпиндель не могу достать. Ну и ладно тогда. Ну, сейчас что-нибудь тут нарушим. Да. Уже принципиально. Так, пока пауза.
Короче, опозорились. Не стал я ковырять эту дальше штуку. В общем, можно ее там просто сломать, блин. Видите, я ее завальцевал туда. Ну, в принципе, я знаю, как ее снять. Прям варварским методом. Хозяин говорит, не снимай. Хозяин мне говорит, вон чукурушный волос, Давай пусть там достанем будет. так, пальцем. Пальцем. Нет, он на шпинделе намотан. Где? Он намотан. Короче, давай все-таки варварским я беру ответственность на себя. Во. Сломал. О! Вот они, чукурушки, намотались. Видно? Видно. Шпиндели. Вот они. Женщины нашего города. Там клопов нет. Так, все, шпиндель готов. Так, достанем отсюда, посмотрим, может, что внутри есть интересно. Может, не, внутри ничего интересного нет. Вот простой электромагнит. Все. Что тут интересного может быть? Собираем обратно. Да. В обратной последовательности. Все, пауза. Сергей прокомментировал, говорит, такой, да, затяжной пип, говорит, вот это что за такой руль, видавший виды. Смотрите, ребята, это 500 тысяч пробега, это построенные квартиры, то есть дома в Таджикистане, благодаря ему, ну, шутки шутками, конечно, но вот когда вот так вот кнопки затирают, сами подумайте, что человек что делал, в машине сидел. Музыку слушал, убавлял, когда пассажиры и так далее. Все затерто. Все вот эти пластики, смотри, какое состояние имеют. Прям. Я его специально держу для того, чтобы у меня есть... Показывать людям. Нет, у меня есть этот, сюда. Чехол. Я все, мне руки не доходят. Да, я нет, обшиваю рули вот так вот. Китайскими вот этими оплетками. И вот у меня лежит, и у меня на Ноха тоже такой же лежит руль, и тоже оплетки. Вот они, вот две оплетки. Вот одна оплетка. И там еще вторая есть. Говорю, мне надо как-то время выделить, но вообще времени нет категорически. Итак, 20 минут, наверное, прошло уже, пока мы там ковырялись. Посмотрим, что у нас получилось. Посмотрим, что получилось. Все. 0,14. Ну, будем разряжать уже, все, хватит. Итак, разрядка. Поехали. Мы 400 только залили. Посмотрим, как будет падать. Ну все, зарядка пошла, разрядка пошла. Всего лишь мы 400 метров залили. Постояла там чуть-чуть. Перекидка. Посмотрим сейчас картина какая будет. Но все равно будет полегче. Это стопудово будет. Это профилактика инсульта. А инсульт это когда ошибка показывает. По батарее именно. Не даст инсульта, потому что такой нагрузки уже, ну, не будет прям пиковой нагрузки, чтобы она показала, так скажем, чтобы сработала ошибка. Не даст. Успеет реле, вот это все исполнительное реле успеет завести. И разряд будет равномерный, потому что уже тут туса-джуса произошла. Вот. Четко. Посмотрим. Уже такого нету, что там кто-то 37 показывает там. Вот. 27 только вот есть. 26 максимально. И то они в серединочку встали. Как бы нормально. Ладно. Все это мы хорошо. Но то, что один этап не прошел, это, конечно, да. Ну это вот подкидыши. Но побегает еще. В общем, побегает. Я видел и пострашнее варианты, когда там все, кресты везде можно ставить. У меня есть там батарейки, которые реально прям все кресты, прям все. Там два по концам, вот с конца там по одному, может, какие-то есть батареечки там. И все кресты прям можно смело ставить. Ну, может, из них что-то можно с этой помойки что-то собрать. Не знаю, оставить их, не оставить. Ну, может, в скором времени будем этими рады. Как вот эти постапокалиптические показывают всякие, да? Утопия там.
крыс едят там. О, какая вкусная крыса. Может, не, ну, скорее всего, нет, такого не будет, я думаю. На наш век еще поживем. Небо мирное еще над головой. Конечно, это вся политика, которая сейчас происходит, мне это все страшно, на самом деле. Все эти, мусульмане там и так далее. Ну ладно, не будем. У нас тут другой мусульманин лежит. Другой мусульманин. Ну, это просто техника. Все. Сделано людьми. Ремонтируется тоже людьми, в принципе. Ничего сложного. Главное, уже самую главную задачу сделал создатель вот этого прибора, вот эту программу, все это реализовали. Вот это была сложная задача. А то, что я вот вещаю, вот это как бы бахвальство с какой-то стороны. Так, ну что тут у нас? Ну, вообще четко. Четко идет, все четко. Так, ну 400. Итак, смотрите, график какой стабильный. Но все равно два уходят вниз. Ну, как и было, в принципе. Но уже они не стоят два слабых с двумя слабыми. Они стоят уже сильными. Так что тут уже нельзя сравнивать это. Что было, что стало. Давайте дальше поехали. Разрядим, посмотрим, какая картина именно будет. Ну, картина будет вот эти два нижних. Внизу будет бегать. Конечно, по-моему, бы их убрать оттуда вообще. Но пусть, раз ошибка не горит, значит еще побегает. В общем, остались, конечно, вот эти два товарища слабеньких. Но уже они за счет самых сильных в этой всей связке. По сути, эта вся батарея уже слабая, очень слабая. Тогда, когда 14 элементов 2 года тому назад меняли, она уже тогда была, грубо говоря, под вопросом. Сейчас мертвых не было, но были слабые. Мы поставили слабого с сильным, с этой связки. В общем, они поработают. В начале стоят пути, вот, где самый холодный воздух всегда идет. Так что поживут еще вот эти три. Но, по сути, если прям по красоте, надо готовиться на контракт. Если вот чисто вот просто, ну ездить, пока ездится, короче. Тут уже ничего не сделаешь. Даже если я бы тебе вот эти три поменял, все равно это уже не батарея. Понимаешь? Все равно это уже не батарея, грубо говоря. Тут маленький остаток. Пусть она пока ездится, так она и ездится. Прям до талого уже добиваем ее. Еще годик. Ошибка вылезет, можно будет скинуть. Если прям жестко, четко, быстро будет, постоянно, каждый день она вылазит, эта ошибка. Тогда уже придем, этих три выкинем. Поставим вон оттуда кого-нибудь. Также. Либо вот оттуда кого-нибудь сюда. И все. Ну а сейчас упаковываем это все дело. Заряжаем, упаковываем. И в принципе самое главное то, что контакты обслужены, пыли нету. Вентилятор рабочий. Все. Можно ехать дальше. В принципе, гости из жарких стран зарабатывают на таких машинах бабки. Поэтому, катаясь даже на подкидышах, и ничего не парятся. В общем, собираем и в машину. А вот еще Сергей говорит, что за метры, говорит. Что за метры? Ну я говорю, миллиампер часов. Вот. МАЧ. Матч. 400 матчев. А я говорю, просто метров, чтобы было понятно. На 400 метров зарядил. Да. На 400 метров зарядил, на 1000 метров зарядил. Ну, миллиампер часов, то бишь. Вот, допустим, вот я сейчас ставлю картинку. Вот в этих батарейках вот здесь стоят. Вот здесь стоят. Вот, 6000 миллиампер часов. Якобы. А на самом деле неизвестно. В общем, там 2000 каждая баночка. Вот я вот ставлю вот сейчас вот картинку. И там написано тоже 2000 миллиампер часов. Может в себя взять. В себя взять он может. Но не факт, что он будет отдавать эти 2000 миллиампер часов. Как в телефоне батарейка там 5000 миллиампер часов. 4000. Помните же, вот допустим, вот у меня сейчас вот тут вот 5, по-моему, тысяч миллиампер часов в этом телефоне. Но уже нету там. 5000 я не могу туда залить. Просто уже он не может взять. Там 3000 может заливает и все, и вырубается.
А здесь я просто заливаю там 400 метров так, чтобы была она заряжена. А максимальную зарядку он сам даст во время того, когда будет ездить. Вся вот эта электроника, все эти мозги, вот это вот все, они сами знают, насколько они могут это зарядить батарейку. Понимаете? Не надо тут ничего думать. Ну и у нас, в принципе, такого нету, то что на Приусе очень сложно полную батарейку закидать. Это надо откуда-то с большой горы спускаться, блин, на тормозах. Вот. Рекуперация, когда будет работать. Тогда вы можете ее полностью зарядить. Либо стоять там долго на печке. Да, когда стоит, и то тоже она знает, когда это. Сколько может зарядить, сколько нет. В общем, батареечка обслужена. Тусанули, откалибровали как могли. Если бы они реально выпали. Ну, в принципе, кто понял этот видос, тот понял. Кто не понял, тот пусть, как говорится, пересмотрит. Вот. Я так говорю, если не понял, пересмотри. Да. Но вот хозяин понял, зачем мы это сделали. Чтобы не было, самое главное, чтобы не было слабым. Как раньше вот здесь стояло 2 слабых. И здесь 2 слабых. А нет, где-то здесь у нас, вот здесь были тоже 2 слабых. В общем, слабый сильным поставили и будет зачет. Ну, плюс обслужено, плюс вентилятор и так далее. Датчики тут тоже, кто понял, тот увидел. Вот. Будет включаться пораньше температура, чтобы забавлялось. Пораньше будет вентилятор включаться. Ну и все, в принципе. А так, готовимся через годик. Контракт все-таки. Либо если что-то выпадет ко мне, поменяем. В принципе, это другие деньги. Либо там 150 тысяч отдавать, либо там опять ко мне прийти. Там. Ну, в принципе, Сергей, я не буду Сергея, как говорится, терроризировать, штаны снимать там и так далее. Отдавай последнее. Нормальный парень. Тоже работяга, тоже деньги на дороге не валяются. Поэтому всегда договоримся, всегда есть скидки и так далее. Вот. В общем, может быть, когда-нибудь даже бесплатный ремонт можно будет сделать, как бы по-гарифански. Тут уже человеческий фактор. Ну все, будем закругляться, сейчас зарядиться и ее на базу. Сейчас Серега заведет, посмотрим, что мы там наколдовали. Оба. Чик-чик. Давай. Ну все, вроде завелось. Газ полаз. Все, огонь, глуши. Не надо, глуши потом. Вот. Ну и еще Серега сказал такое интересное сегодня слово. Прям всегда общаюсь, когда с людьми новыми. Он про детей интересно говорит. Детей называет, внимание, новое слово. Чё купил? Это просто какой-то прикол вообще. Чё купил? Ребенок, ну как называют. У меня 2 чё купил. Сидит, говорит, дома. Ждут. Чё купил. Так что, у кого чё купил, те сразу лайк автоматом ставьте, пожалуйста. Да, Серега опять запрашивает Паровозова, потому что, говорит, где сетка у меня вот тут вот грязноватенько было. Сейчас мы это дело пропаровозим. Вот продул. Ну тут помимо Аркадия Паровозова еще зубная фея нужна. Кто такая зубная фея? Я же сегодня показывал же, то что надо взять зубную щетку. И вот здесь вот в этих сотах вот так вот поковырять, чтобы прям чисто было. Иначе Аркадий Паровозов не справляется без щеточки, без зубной феи. Ну это не зубная фея, конечно. Но вот так вот прикалываюсь немножечко, а что грустить-то? Все, ставим на место. Так, Серега говорит, ступичный узел купил. АБС-ка тоже тут должна быть вот здесь. Но. Да, это ступичный. У меня тоже гудел. Зимой почему-то загудел. Ну, на другой машине, конечно. Вчера только приехал. Сколько стоит? 3500. 3500 ступичный узел, ребят. Но я китайский купил, на Ричин. Так, у Сергея вот трехглазненький. Говорит, даже когда не светит, уже красиво смотрится. Ну, в принципе, я согласен. Свет обалденный, конечно. Свет обалденный. Вот 3 глаза прям так ровненько стелит. Прям.
Вот сейчас даже можем мы включить их. В принципе. Ну-ка. Чик. Свету выключить здесь. Закрывай. Заводись. Посмотрим, как горит. Четко. О. Вот так, чик, приборочка вся. Хоп. Все, красота, блин. Трехглазый, это просто четко. Светит. Ну да. Ну, единственное, галогены вон на дальнем стоят. Спойлер у него мощный. Красивый спойлер. Чё, а спойлер огонь. Не штатный. А, помимо штатного, поверху. Ну, грязный. Сейчас просто у нас такая пора, что грязь. И литье, говорит, хром у него. 215 на 55 на 17 можно воткнуть, ребята. Тоже силика. Тоже, как у меня, что ли? Тоже силика стоит. Представьте, добавление силики. Шип. Что за фирма-то? Что-то китайская какая-то, да, резина? Зетта. Зита и Гита. Вот, Зетта. Да. Не, китайцы сейчас вообще нормально делают, это как бы. Я даже не это самое. Я уже силику увидел. Антарктика. Антарктика Айс. Сколько катаешься уже на них? Да. А? Сезон уже зиму откатал? Нормально, да? Ребята, кто увидит, шумят шипы? Не сильно, да? Или шумят, но не сильно? Чуть-чуть шумят. Зетта. Если кто-то захочет купить, вот можете. Вот Сергей говорит, зачетная, мягкая, да? Мягкая. Шипы не сильно слышно. Ну вот, потерял маленечко, конечно. И что, ты год отъездил, даже не подкачивал, ничего, балансировки, ничего не делал? Зимой что-то было? А, камеры еще стоят. А, ну вот сосочек торчит, смотрите как. Тут вообще подкачать вообще не варик, по-моему. Как ты туда закручиваешься? Ладно. А, на зиму. По-стариковски на зиму, говорит, лучше с камерой. Для него спокойно, видите. Ну, у людей свой опыт, как говорится. Даже камеру ему протру. Или это не камера? А вот камера какая-то, крутая камера, которая все видит. Ну и боевой бампер, соответственно, тоже. Ладно, будем выпускать. А, не, как я выпущу-то, ё-моё. Надо вот этого крокодила убрать отсюда. Ладно, выпускать надо, парня. Тачка четкая. Че, давай выезжай. О, погоди-ка. О, Джа, где мои ключи? Не пускает, не пускает. Вон, забыл, ё-моё. Ключики свои. Оба. Чик. Ну-ка, фары включатся. О, фары включились. Удобная сигнализация. Всегда именно ее покупаю. Хотя ленятся ребята, конечно. Установщики говорят, типа не подходит туда-сюда. Уже обленились до такой степени, что концевики не хотят протягивать отдельные провода. Хотят все в коншину воткнуться. И все. Сейчас заглохнет. Оба. Давай, Серега, выезжай, пожалуйста. Оба. Prius — это вообще самая четкая машина, на самом деле. Мне очень нравится. Вот. Мне очень нравится. И поэтому я и приобрел вот на такой же базе. С таким же двигателем, с такой же батарейкой, как там. Вот этого красавчика крокодила. Вот. В общем, следите за моим каналом, ребята. Как бы я делаю как для себя. У меня нету там желания там поиметь там по полной программе. Наоборот, чтобы человек понимал, по средствам, как говорится, по средствам ремонтирую. Ну а вот моя резина, смотрите. Хоба.
Протектор какой четкий. Как? Ну давай я тебе... Ага. Вот тапки, конечно, у тебя... Подожди-ка, тормозни. Тапки вообще толстенные, широченные. О, ха-ха, елочка. Елочка вам нравится, ребята? Елочка нравится? Классная елочка. А я О, сигнал борзый. Давай, Серега, стартуй. Хоба. Пока-пока. Заезжай через полгода. Но нет, мы еще с Серегой не закончили. Серега еще не закончили. Серега еще не закончил, потому что у него масло подъедает. Но у меня тоже превью очередного ролика, который будет, превью говорю, будет чисто раскоксовка на моем личном опыте. Никакие там мои, как их называют, гуру. Тут местные тоже есть. У нас один гуру, Андрей. Никакой Андрей даже не знает, что есть такая именно раскоксовка, которую делал я самостоятельно в своем гараже. Еще Станислав еще со мной был. Мы 20-очку, Prius 20, который хао масло, мы его этой раскоксовочкой сделали. Но Стас мне еще подсказал, что можно сделать еще вот так вот. Поэтому я сейчас сегодня Стасу позвоню, но за кадром. Прошу именно, что именно, как делать. И мы Сергею сделаем именно реально бюджетную раскоксовку, которая работает. Не надо там никакие супер химикаты заливать дорогущие. Все по бюджету. Все как положено. Потому что если нет разницы, зачем платить больше? Ну и сейчас контакты поменяю здесь. Вот столько. Ну смотрите, ребята. В общем, поменял. Все готовые косы лежат у меня. В общем, не буду ваше время тратить. Ну вот они. Золото. Как золотая антилопа. Это всего лишь медь. Это всего лишь медь. Ладно, все. Это на чистку. Это для новых клиентов. Я полетел домой. Короче, парни, увидел небольшой лайфхак. Вообще четко, короче. Чтобы вот сюда головочку поставить, чтобы с обычной вот этой штучки, она вот чтобы сюда втыкалась и работала головка. Блин, всего лишь навсего надо немножечко подточить края и все. Сейчас вот у меня есть вот такая штука, 3 секунды, и я включусь в новый. Ну что я могу сказать, система работает? Офигеть. Нормальный лайфхак я увидел. Ну а что удивляться, смотрите, тут у нас токарка, блин. Всего лишь навсего надо подточить пару граней, и она сюда вообще легко заходит. Хоба. Все. Втыкаешь шуруповерт, и вот тебе любую головку можешь крутить, какую хочешь. Круто, круто, парни, круто. Ну все, сделал. Прикольно. Ну, правда, одной рукой не достать, надо 2 руками. Вот такие дела, ребята. Все, лайфхаки рулят. Любую головочку могу теперь сюда воткнуть. Круто, круто. Вот и вся любовь. Интересное кино.
вокруг дым сигарет с ветром, во мне дым сигарет Кента. Мы гаснем с окнами до рассвета. Для тебя полумрак, но ты раздет. Я буду самым больным твоим секретом. Буду для тебя тем, что под запретом. Ты была без сердца, теперь смертна. Ты была моей песней, но ты спета. Сумасшедшая секта, кайфа момента. Нам надо было брать обратно билеты. Ты же перестань. Сразу распустили цветы моего сердца, что я долго прятал. Моя родная, как так получилось? С тобой я, мою нежность видно свыше. Я тебя ответ укрою и навеки стану ближе. Пусть любви несет корабль, нашу песню с года в годы. Ты мне даришь только радость, я тебе дарю восход. С тобой я, моя нежность видно свыше. Я тебя ответ. Одеялом, да, дым чернее ночь. Солнце стало мало нам, ветер завывает, и дымуем облака. Сердце тихо плачет, и болит нога. Как нам не хватало двоих одной любви, как же было мало. Даже года гонки, девочка Джованна, в мире пустоты уже